الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Мухтарам джамаат. Мы с вами продолжаем наши еженедельные лекции по акиде. Изучаем текст акиды имама Тахави. Имам Тахави, продолжая, говорит: «Валя нуджадилю фил Кур'ан». И мы не вступаем в споры по поводу Корана. «Ва на'лам аннаху каляму раббил аламин назаля бихи рухул амин». И мы знаем, что Коран – это речь Господа миров, и с Кораном снизошел Рухуль Амин, надежный дух. Фа'аллама Мухаммадан, и обучил его пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, Саййид аль-Мурсалина, господина всех посланников, ва аля алихи аджмаин, саллаллаху алейхи вассалям, ва аля алихи аджмаин, и облагодетельствует Аллаху Та'аля его самого и всю его семью. وكلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين. Коран – это речь Аллаха, и не будет ей равна речь никого из созданий. Первое, на что обращает наше внимание имам Тахави, это отказ от разногласий, от спора по поводу Корана. Дело в том, что после того, как в начале первого века по хиджре, в начале второго века по хиджре начинают переводить труды греческих философов, некоторые мусульмане излишне увлекаются этими трудами. Да, от этих трудов была польза, поскольку это были труды по логике, и это дало возможность использовать разные логические приемы для доказательства основ веры. То есть доказательство существования Аллаха, доказательство Его единства и так далее и тому подобное. Но в то же время некоторые мусульмане, как мы с вами сказали, излишне увлеклись этим и поставили разум выше Корана и Сунны. Это были му'тазилиты. Это происходило во времена Абу Ханифы. Один из учеников известного шейха, известного богослова, известного ученого Аль-Хасан Аль-Басри, который долгое время у него учился, в один прекрасный день начал спорить с Хасаном Аль-Басри. И так как они не смогли прийти к единому мнению, и он не принял доказательств Аль-Хасана Аль-Басри, он встал и ушел с его кружка. И, как известно, в средние века кружки проходили рядом с колоннами, то есть в мечетях было много колонн. У этой колонны ученый сидит со своими учениками, через некоторое расстояние от них сидит у другой колонны сидит другой учитель со своими учениками, вот в такой форме. И ученик Аль-Хасан Аль-Басри, Уасиль ибн Ата, ушел из его кружка, пересел к другой колонне, и рядом с ним начали собираться люди. Таким образом, он основал свой кружок, и тогда Аль-Хасан Аль-Басри сказал историческую фразу «И'тазаляна Уасиль». Уасиль отделился от нас. И от вот этого глагола «и'тазаля» получилось название му'тазиля, му'тазилиты. И как мы с вами сказали, главной ошибкой му'тазилитов было то, что они разум поставили выше Корана и Сунны, в итоге это привело их в заблуждение. И одной из их ошибок была вот эта, о которой говорит имам Тахави. Они сказали, что Коран махлюк, Коран создан. А имам Тахави что говорит в самом начале? Он говорит: «Валя нуджадиль фил Коран».
мы не вступаем в споры по поводу Корана. Почему? А потому что ни пророк ﷺ, ни его сподвижники, ни ученики сподвижников этого не делали. Вопрос о Коране во время пророка ﷺ, сахабов и учеников сахабов не поднимался. Поэтому имам Тахави берет основу. То есть в одном из своих хадисов пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Хайруль куруни карни, thumma алладини ялунахум, thumma алладини ялунахум». Лучший век – это мой, затем те, кто придут за ними, затем те, кто придут за ними. И вот эти три поколения у нас в шариате называются салаф. И некоторые пытаются этот термин сегодня присвоить себе, говорят: вот, мол, мы салафия. На самом деле сегодня понятия салафии нет. Салаф – это исторический период, он закончился уже. К нему относились три поколения, после них все остальные называются халяф, то есть поздние поколения. Так вот, мусульмане первых поколений ислама по поводу Корана не спорили. Почему? Имам Тахави говорит: وَنَعْلَمُ أَنَّهُ كَلَامُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ. То, что мы знаем о Коране, заключается в следующем. Во-первых, Коран – это речь Господа миров, речь Аллаху Тааля. Во-вторых, известно, что он был ниспослан через Джибрииля, алейхиссалям. Этого достаточно, чтобы верить. Не нужно спорить, создан, не создан. Это бесполезные споры. فعلمه محمدا سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله أجمعين. И посредством Джибрииля, алейхиссалям, Аллаху Та'аля обучил Коран пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, господину посланников, и благословит Аллаху Та'аля пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и всю его родню, всю его семью. Как известно, Коран не спосылался в течение 23 лет. Или нужно начать с того, что Аллах Та'аля в суре Аль-Кадр нам говорит: «А'удзу биллахи минаш шайтанир раджим, инна анзальнаху фи лайлятил кадр». Мы не спасали Коран в ночь могущества. И, как известно, из хадиса мы узнаем, что Коран, полный текст Корана был ниспослан из седьмого неба в первое. И вот оттуда Джибрииль, алейхиссалям, в течение 23 лет по одной суре, по одному аяту, по небольшим отрывкам приносил Коран пророку саллаллаху в зависимости от событий, которые происходили в жизни мусульман, ну и в зависимости от необходимости. И это иллюстрирует знание Аллаху Тааля, то, что оно безгранично. Аллаху Тааля заранее знал, какие аяты когда понадобятся, и весь полный текст Корана уже был ниспослан. وَكَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى لَا يُسَوِّهِ شَيْءٌ مِّنْ كَلَامِ الْمَخْلُوقِينَ. И Коран – это речь Всевышнего Аллаха Тааля, и с ней не сравнится речь созданий. И действительно, если мы возьмем Коран, он на самом деле ни с чем не сравнится. Поэтому Коран называется муаджиза. Муаджиза, то есть чудо. Чудо подразумевает неподражаемость и необычность. Да, Коран – это, во-первых, необычная книга. Она отличается от других книг, и она неподражаемая. Никто не способен написать что-либо подобное Корану. И чудесность Корана вбирает в себя много аспектов. Во-первых, Коран – это литературное чудо. Несмотря на то, что арабы во время пророка ﷺ, любой бедуин знал арабский язык лучше, чем сегодняшний профессор, доктор наук, они в совершенстве, они на нем разговаривали, в совершенстве владели литературным арабским языком. Несмотря на это, ни один из них не смог сочинить что-либо подобное Корану. Дело в том, что сам стиль Корана имеет особенности, отличия. Он и не стихотворение, не проза, он называется саджи, рифмованная проза.
Арабы обычно так не говорили. Либо это была поэзия, а в поэзии они были сильны. Известно, что в Мекке проходили рынки, вернее, ярмарки, и на эти ярмарки съезжались не только купцы, предприниматели, но еще съезжались поэты. Если где-то купцы торгуют, в другом месте делали трибуну, куда выходили поэты и выступали со своими стихотворениями, поэмами. И происходило это следующим образом. Вот выходит поэт, рассказывает свою поэму в 1000 строк, может, где-то он какие-то племена задевает, покусывает, так сказать. Он закончил свою 1000 строк, выходит второй и делает импровизацию. На эту 1000 строк он отвечает своей 1000 строк. И все, какие претензии были вот в этой поэме, он на них отвечает на все. Вот настолько они были сильны в поэзии, и язык знали прекрасно. Но, несмотря на это, никто из них не сочинил что-либо подобное Корану. И Аллах Та'аля об этом говорит во многих местах Корана. Обычно идет призыв к джиннам и людям, и Аллах Та'аля говорит: приведите, сочините хотя бы одну суру, хотя бы один аят, говорит Аллах Та'аля. Вы не сможете этого сделать. Так вот, бедуины, несмотря на то, что владели литературным языком в совершенстве, не смогли сочинить что-либо подобное Корану. Почему? Потому что в Коране много нюансов. Помимо того, что структура Корана, она логически выстроена, то есть одна тема сменяет другую, приводятся истории пророков, приводятся повеления Аллаха Та'аля, и это все составлено в одну гармоничную структуру. То есть ни порядок, ни логика не нарушается. Но при этом в Коране есть еще и математическое чудо в его тексте. Количество букв в том или ином аяте, в той или иной суре, она ровно делится на то или иное число. Также и определенные смысловые содержащие, они тоже делятся на определенное число. Ну, например, или упоминаются определенное количество раз. Например, в Коране 23 раза употребляется слово «мужчина» и 23 раза употребляется слово «женщина». И это с учетом того, что в тексте логическая составляющая не должна нарушаться. Предложения, то есть аяты должны быть полностью завершенными и так далее, там подобное. Но чудесность этого не завершается этим. Если мы вот эти 23 и 23 складываем, то получается ровно 46. Ровно 46 хромосом, женская и мужская, которые составляют человеческую ДНК. Разве пророк мог знать о ДНК? И вот такие тайны тоже в Коране спрятаны. То же самое, например, в суре Ар-Рахман Аллах Та'аля говорит: «А'удзу биллахи минаш шайтанир раджим. وَمَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ». Он разделил два моря, готовые слиться, между ними преграда, они не перельются. В результате современных исследований, тот же самый всем известный Жак-Ив Кусто, было установлено, что океан делится на небольшие моря, каждый имеет свою соленость, температуру, флору, фауну. И смешение воды не происходит. То же самое, допустим, если в океан впадает река, то смешение не происходит. Представьте дома опыт, скажем, вы берете
один стакан пресной воды и другой стакан с соленой водой. И все это, оба стакана выливаете в одну банку. Вода смешается. А по воле Аллаха Та'аля там такого не происходит. Аллах Та'аля говорит, там преграда. А они не перельются. Вот это тоже чудесность. Дальше, в этой же суре, немножко ниже, Аллах Та'аля говорит, «А'удзу биллахи минаш шайтанир раджим, يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان». Аллах Та'аля говорит, вот джинны и люди, если вы пожелаете преодолеть границы небес и земли, сделайте это, но вы сделаете это только благодаря силе. Здесь можно это понять как энергия. Действительно, мы сегодня и в космос летаем, и под землю опустились на 15 километров. Пророк ﷺ этого мог знать? У него были приборы, чтобы исследовать океаны? Он знал о ракетных двигателях? У него не было средств, чтобы знать. То есть это подтверждает чудесность Корана, неповторимость и сохранность. И сохранность Корана подтверждается еще тем очень простым опытом. Возьмите Коран, напечатанный в Саудии, возьмите Коран, напечатанный в Турции, возьмите Коран, напечатанный в Пакистане, возьмите Коран, который печатали у нас до революции, Казан Басмаса, и подготовлен еще один вариант Корана Духовным управлением Республики Татарстан. И ни одной разницы мы там с вами не обнаружим. Ни буква, ни харакят отличаться не будут. Как Аллах Та'аля пообещал, «А'удзу биллахи минаш шайтанир раджим, инна нахну наззальна адh-дзикра ва инна лаху лахафизун». Воистину мы ниспослали напоминание, и мы его сохраняем, говорит Аллах Та'аля. То есть это подтверждает, что Коран действительно речь Аллаха Та'аля. Следовательно, он не может быть речью людей. «Уаля накулу бихалькихи», говорит дальше имам Тахави. Мы не говорим, что Коран создан, сотворен. Дело в том, что муатазилиты, как мы с вами упомянули, заявили, «Аль-Коран махлюк», Коран сотворен. То есть Аллах Та'аля сотворил Коран. Но на самом деле Коран это что? Коран это речь Аллаха. А речь Аллаха это что? Это его сифат. Так разве может сифат Аллаха Та'аля, качество Аллаха Та'аля, разве может быть сотворенным? Разве сам Аллах Та'аля может сотворенный быть? Нет, конечно, он творец. Значит, его сифаты не могут быть сотворенными. Поэтому и Коран это не сотворенная, вечная речь Аллаха Та'аля. «Валя нухалифу джамиат аль-муслимин». Имам Тахави этот отрывок завершает словами: «И мы не противоречим джамаату мусульман, общине, мусульманской общине». То есть так как большинство мусульман, джамаа, община высказалась в пользу того, что Коран – это несотворенная речь Аллаха, и поскольку мусульманская община сошлась в том, что по поводу Корана спорить не нужно, то имам Тахави говорит, мы придерживаемся этого мнения, в отличие от муатазилитов, которых было мало, и они выступили с вот такими идеями, противоречащими учению пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Дальше, продолжая, имам Тахави снова затрагивает важную тему, мы на прошлом занятии о ней говорили. Это понятие ахлюль-кибла, это понятие единства мусульман, это понятие братства мусульман и так далее и тому подобное. Имам Тахави говорит: «Валя нукаффиру ахадан мин ахли аль-киблати бидзанбин ма лам ястахиллах». Очень важные слова на сегодняшний день. То есть их смысл: «И мы не обвиняем в неверии ни одного человека из числа ахлюль-кибла за тот грех,
который он совершил, до тех пор, пока он не считает этот грех разрешенным. Сегодня это наше больное место. Почему? Потому что сегодня есть мусульмане, которые нашли для себя возможность обвинить других мусульман в неверии. Они были раньше. Основу этого заложили хариджиты. Во время Али, рады Аллаху анху, они отделились от его войска, сказали: Али неправильно судил, поэтому мы его обвиняем в неверии. То есть сподвижника пророка, саллаллаху алейхи вассалям, четвертого по своей степени человека, по приближенности к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, двоюродного брата пророка, саллаллаху алейхи вассалям, того человека, которому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, повелел спать в своей постели, когда собирался совершать хиджру, того человека, за которого пророк, саллаллаху алейхи вассалям, отдал свою дочь, они обвинили в неверии. Разве пророк, саллаллаху алейхи вассалям, доверил бы Али, рады Аллаху анху, спать на своей постели? Разве он доверил бы ему свою дочь? Разве он назвал бы его самым лучшим знатоком знания о наследовании маварис? Нет, конечно. И вот этого человека они посчитали неверующим и выступили против него. И исходя из этого, дальше они начали обвинять многих мусульман в неверии. Совершил какой-то небольшой грех, все, он неверующий, значит, его можно убить, его имущество можно забрать, а жену и детей продать как рабов. И так далее и тому подобное. И сегодня есть такие мусульмане. Мы это знаем из событий, которые недавно происходили в Ливии, которые сейчас происходят в Сирии. Эти люди не только других мусульман кефиром обвиняют, ведь армия Башара Асада не состоит из французов, из американцев, из российских солдат. Нет, там свои арабы, сирийские. Они намаз читают, эти солдаты. И мирное население в Сирии тоже. Они же не христиане, они не иудеи, они не мушрики. Они такие же мусульмане. Но эти люди, которых ошибочно называют исламским государством, на самом деле там исламом не пахнет, поскольку ислам не призывает мусульман убивать. И даже христиан, иудеев не призывает убивать. И вот они нашли для себя зацепку, они нашли для себя удобные доказательства, чтобы других мусульман обвинять в неверии и с ними сражаться и их убивать. И они ведь воюют не только с войсками Башара Асада, они убивают не только мирных жителей. Иногда они сражаются друг с другом, когда у них возникают какие-то разногласия между этими вооруженными группами, они друг друга убивают. Очень удобно. Сначала вместе сражались, вроде как против одного врага, а потом что-то друг в друге нашли. Ага, вы кефиры, давайте мы будем вас убивать. И, к сожалению, это недалеко. Не нужно думать, что Сирия – это несколько тысяч километров от нас. Эти проблемы есть и у нас здесь. Потому что за последние 30 лет в России погибло около 30-40 имамов и несколько муфтиев. Были зарезаны, застрелены, взорваны и так далее и тому подобное. Ведь просто так же мусульманина убивать нельзя. Пророк саллаллаху во время прощального хаджа, мы, повторяясь, говорим, на прошлом уроке об этом говорили, во время прощального хаджа сказал: кровь мусульманина
имущество мусульманина и честь мусульманина запретной. И единственная возможность – это обвинить в неверии. Но имам Тахауи здесь четко и ясно говорит: до тех пор, пока человек не посчитает свое действие разрешенным, мы не имеем права обвинять его в неверии. Этот говорит ученый, который относится к периоду салаф. Это тот период, о котором говорил пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Продолжая, имам Тахауи говорит: «Уля накулу ля ядурру ма'аль имани занбан лиман амилаху». И здесь имам Тахауи тоже говорит о важных вещах. Мы не говорим, что для верующего его греховные деяния не приносят вреда. Это тоже очень важно, потому что некоторые могут подумать: ну и ладно, раз я в любом случае неверующим не становлюсь, то значит я могу грешить как хочу, до тех пор, пока считаю эти грехи запрещенными. Нет, не совсем так, поскольку греховные деяния вредят верующему. Они вредят его богобоязненности, они отдаляют его от Аллаха Тааля, и в итоге он может получить наказание Аллаха Тааля. Он заслуживает гнев Аллаха Тааля, в итоге может получить наказание. Продолжая, имам Тахауи говорит: «Ванарджу лиль мухсинина миналь му'минин, ولا نشهد لهم بالجنة ولا نأمن عليهم». Продолжая, имам Тахауи говорит: мы надеемся, что для праведных верующих будет награда Аллаху Тааля. Но однозначно мы не говорим, что они станут обитателями рая, и мы не чувствуем себя, мы не думаем, что они уже в безопасности. Это тоже очень важно. Почему? Потому что некоторые могут подумать, что вот я 5 раз в день намаз читаю, ураза держу каждый год, целый месяц, и мне рай гарантирован. Нет. Дело в том, что рай является подарком Аллаху Тааля. И пока судный день не наступил, и Аллах Тааля нас не рассудил, ни о ком из нас, в том числе и о себе самих, мы не можем сказать, что мы обитатели рая. Мы можем только надеяться на милость Аллаха Тааля. И мы просим прощения за грешных мусульман. Это тоже очень важно. То есть, если мы к грешным мусульманам будем относиться как-то пренебрежительно, а вот они грешники, он так делал в свою жизнь, он так делал, он там алкоголь употреблял, он намаз не читал и так далее. Он вообще человек второго сорта. Такое отношение тоже неприемлемо. Поскольку пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в одном из своих хадисов говорит, что если один верующий обвинит другого, будет упрекать другого за совершение такого греха, Аллах Тааля может его поставить в такое положение, испытать его самого этим же грехом. Поэтому имам Тахауи здесь четко и ясно говорит: и мы просим прощения за грешных мусульман. «Ванахафу алейхим», и мы боимся за них, то есть мы боимся, что за их поступки, за прегрешения, их может коснуться гнев Аллаха Тааля и, соответственно, наказание. Но в то же время имам Тахауи говорит: «Валя нуканнитухум», однако мы не лишаем их надежды. Аллах Тааля в Коране говорит: «А'удзу биллахи минаш шайтанир раджим, валя тaqнату мир рахматиллах». И не отчаивайтесь в милости Аллаха Тааля. Поэтому для каждого остается надежда. Может быть, он в своей жизни что-то праведное совершил, и Аллах Тааля простит вообще все его грехи. Как в том хадисе с грешником, который напоил собаку. Мы все знаем этот хадис.
Его единственный праведный поступок был, что он напоил собаку. Но этот поступок был настолько искренний, что Аллах Та'аля его простил. وَالْأَمْنُ وَالْيَأْسُ يَنْقُلَانِ عَنْ مِلَّةٍ وَسَبِيلُ الْحَقِّ بَيْنَهُمَا لِأَهْلِ الْقِبْلَةِ. Дальше имам Тахави говорит, вот это ощущение себя в безопасности или потеря надежды, они выводят из ислама. То есть мы не имеем права считать себя в безопасности, что все, нам рай гарантирован, но в то же время не имеем права отказываться от надежды. Мы должны в любом случае надеяться. Имам Тахави говорит, и истинный путь какой? Между этими двумя состояниями. То есть, как говорят ученые, между страхом и надеждой. Надеждой на милость Аллаха Та'аля и страхом перед Его наказанием. На этом мы с вами сегодняшнее занятие завершаем.